Как меня зовут? Как тебя зовут? Я Семин. Ты почему вчера плакал? Они отобрали мою цепочку. Но мужчины не носят цепочек. Но это была цепочка мамы. Этот парень отобрал твою цепочку? Сынок, вот смотри, он тебе в лицо говорит, что ты его цепочку отобрал. Отдай. Клянусь, я не брал. Не клянись, сынок, ты украл. Отдай его цепочку, быстро. Давай, теперь марш внутрь. Если тебе снова кто-то что-то сделает, сразу скажи мне, ладно? Хорошо, скажу. Давай поиграем в прятки. Хорошо, но ты будешь вести, ладно? 1, 2, 3, 4, 5. Все? Хакан. Хакан, где ты? Хакан, где ты? Хакан, где ты? Тут я. Что ты там потерял? Давай, пойдем уже, пойдем. Хорошо, стой, возьму еще одну. Тадам. Пусть будут парными. У нас и так много бутылок. Кто-нибудь нас увидит, мы опозоримся. Ты ведь понимаешь, что мы по мусорке шарим? Чей-то мусор, чье-то богатство. Не делай так, Хакан, твои руки воняют. Что ты говоришь? Давай садись, поехали. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Осторожно. С каждым днем он становится все дороже. Пойдем давай. Папа Осман переживать начнет. Брат Фарух, откуда этот малыш? Откуда? Привез, чтобы они стали друзьями Назара. Ну а почему Назар их не забирает? Он же старый, как и я. Хорошо, тогда пусть сегодня мечту Хакана исполнит Назар. Иногда, чтобы услышать один голос, нужно заткнуть уши на другие голоса. Мерве? С тобой все хорошо? Мерве? Сколько раз я тебе говорила смотреть мне в глаза? Госпожа Мира, все, слава Богу, хорошо. Пойдем. Давай пойдем. Спасибо, друг мой.
Хакан, ты в порядке? Он мне денег дал. Ты посмотри на себя, было бы я на его месте, я бы дала. Пойдем. Брат, возьми это. Кадри, немного левее. Сделай еще немного. Нет, слишком близко к стенке. Ладно, иди, ты потом решим. Где вы ходите, дочка? Часами вас жду. Мы жизнь спасали, отец Осман. Чья жизнь? Что такое? Что произошло? Цветов нет, привезли, с цветами мы дело решим. Ты на бар посмотри, он пустой. Что делать? Хакан, это дело решил отец Осман, подожди. Как он решил? Прошу. Папам. Как тебе, отец Осман? А что с ними делать? Вот, возьми, вот и все. Сынок, аккуратней. Ты в порядке? Все нормально. Ничего ведь? Вы давайте продолжайте. Я до сих пор не могу поверить, мы завтра откроемся. Ты или я, смотри, у меня руки трясутся. Ребят, по-моему, мы ввязались в большое дело. Отец Осман, так говоришь, будто мы вчера решились, а сегодня открываем это заведение. Мы сколько месяцев тут работаем? Мы столько времени уже тут, и, естественно, после открытия мы никуда не сможем уйти. Давайте этим вечером пойдем гулять, что скажете? Хорошо. Сынок, думаешь, у меня силы есть гулять? О каком гулянии ты говоришь? Я пойду посплю лучше. Отец Осман. Конечно же, если усну. Но мы ведь пойдем? Хорошо, ладно. Вот так вот. Сестра, ты великолепна. По-моему, это самое красивое платье, дочка, которое ты примеряла. Тебе идет. Мне не понравилось. Не поняла? Мне не нравится. Это сотое платье, которое ты примеряешь. В каждом платье ты нашла изъян. Хватит уже, сегодня ты выберешь свадебное платье. Сираб, слово «свадебное платье» я больше слышать не желаю. Она сегодня примет решение. Ясмин? Да. Давай сходим навестить твою маму. Если она тебя увидит, то будет гордиться тобой. Ей лучше меня не видеть. Почему? Или ты до сих пор на нее злишься? Нет? Да, я долгие годы была зла на нее из-за того, что она меня бросила, но сейчас злости нет. Говорят же, тот, кто уходит, сам заполняет свою пустоту. Иногда, чтобы впустить кого-то в душу, нужна твоя пустота. На самом деле, если бы твой папа увидел тебя, ты бы гордился. Великолепный ученик консерватории. Давай пойдем. Но куда пойдем? Мы же недавно пришли. Пошли, у нас много дел. Вставай.
Благодарю. Мервы, есть проблемы? Почему ты так относишься, я не понимаю. Нет. То есть, проблем нет. Мама меня просто сильно напрягала, поэтому... Смотри, вот видишь? Это еще одна причина, чтобы поскорее сыграть свадьбу. Как мы поженимся, все изменится. Я тебя люблю. Что это такое? Салат из капусты? Кадри. Говори же, отец Осман. У тебя готов салат из капусты? Готово. Принеси. Это салат? Да. А зачем ты все закопал в капусту? Господи Боже. Они что, кучу денег отдадут за салатные листья? Если убрать все остальное, кроме капусты, то этот салат стоит 10 лир. Никак не смог научить тебя. Едва готово? Да, все внутри. Давайте, покажите себя. Все готово, дочка? Салат стоимостью 10 лир. За всем остальным тут присмотрю я, ты не переживай. Вот видишь? Давайте, ребята, по местам. Вы взяли все заказы? Несите все по местам. Чего вы стоите? Давайте. Отец Осман, мы вам хотим кое-что дать. Сейчас не время. Давайте. Именно сейчас. Это что? Все, тоже мне. Идите все по местам. Быстро несите заказы. А ты позови Хакана. Хорошо. Написали еще диплом за труды. Ясмин, я так волнуюсь. Хакан, чтобы открыть это заведение, отец Осман отдал свой дом по залог, который достался ему от деда. Мы месяцами ждали этого дня. Если мы сегодня не покажем себя, то мы не сможем расплатиться даже с официантами. Да и пианино, сам понимаешь, стоит денег. И ты говоришь, что ты не сможешь? Спасибо тебе, да я был не напряжен совсем, и ты мне очень помогла. Добро пожаловать, господа. Приятного аппетита. Добро пожаловать. Господин Хакан, время пришло. Время пришло. Но не в этом пиджаке. Это еще что? Очень красиво. Все великие пианисты надевают такой пиджак. Госпожа, добро пожаловать. Здравствуйте, поздравляем. Спасибо.
Добро пожаловать, господа. Можно попросить бутылку шампанского, пока мы смотрим? Мерва, ты выбрала прекрасное место. Спасибо. Вы до сих пор не выбрали место для медового месяца? Госпожа Деля Мерва по поводу этого сама не решилась. Тогда ты реши сам. Разве можно так? Мерва скоро сама примет решение. Просто ей немного сложно выбрать, так как альтернатива большая, не так ли? Тут очень жарко. Я подышу немного воздухом. Я тоже. Стой. Ты сиди. Пусть она немного подышит. Ты что тут делаешь? Иди давай отсюда. Как тебе не стыдно беспокоить такую красивую госпожу? Вот видишь, за 24 часа я тебя дважды уже спас. Думаю, я заслужил спасибо. Спасибо. Что, и все, что ли? Всего 2 слова «спасибо». Я не знаю, как иначе отблагодарить. Да, и ты права. За меня переживать начнут. Я пойду. Стой. Например, ты можешь со мной вместе поужинать? То есть, в честь благодарности. Ты ведь сможешь поужинать? Давай. Я тебя завтра буду ждать после закрытия этого заведения. Не будет ли поздно для ужина? И это правда. Ладно, тогда позавтракаем. А для этого рано. Хорошо. Я тебя тут подожду. Смотри, я не прошу твоего номера и свой не дам. Если ты не придешь, я тебя все равно буду ждать, как этот постер. Вот так вот. Хакан, если ты готов, то тебе нужно выступать. Хорошо, я иду. Давай. Все, я иду. Тейзи, девочка моя, идем. Молодец, девочка. Смотри сюда, смотри. Там в зале сидит девушка, передай ей кое-что, хорошо? Давай, повернись. Прошу прощения. Мой друг, который брал заказ у вас, забыл сказать, у вас нет то, чего вы просили. Прошу вас, пересмотрите наше меню. Этим вечером нет, разве сегодня ваше открытие? Вы правы, господин. Но иногда бывает все, есть только то, что вы заказали, уже нет. Если хотите, посмотрите еще раз меню. Я возьму то, что советует ваш шеф-повар. Сию же минуту. За ваше здоровье. Спасибо тебе, дочка. Спасибо. Ну, что будет дальше? Я не знаю. Отец Осман, Ясемин собирается открывать еще филиалы. Да ладно. Я пойду спать. Но ты ничего не поела, дочка? Я устала. Вам спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. У нее нет настроения. А почему это нет настроения, отец?
Дела идут полным ходом, и ресторан был полным, пока не пришла та девушка. Что такого? Девушка испугалась собаки, а я помог немного. Я знаю, как ты помогаешь. Смотри, сынок, девушка красивая, нет слов, но камень тяжел, там, где он лежит. Эта девушка нам не подойдет. Она слишком для нас. В жизни приносит две лишние вещи — красота и богатство. Эти две вещи, кроме несчастья, ничего не дарят человеку. Они приносят вред и самому себе, и окружению. Сладких снов. Ну что, вы решили дела со свадебным платьем? Да, решили. Раз уж тебя слушается, то решите, где будет отдыхать молодежь. Я вечером говорила, но она не слушала. Мы еще присмотрим дом. Разве Мерве не подойдет? В итоге она будет жить в этом доме. Университет для меня выбрала мама. Все для меня выбрала мама. И мужа тоже. Куда поеду на медовый месяц, как будут звать моего ребенка, где он будет учиться? Боже упаси, наверное, и жениха выбрала уже ребенку. Ты не позволяешь, чтобы с тобой так поступили, Мерве. Если не хочешь замуж за Тарика, не выходи за него. Сестра, уже поздно, как я откажусь? Именно сейчас самое время, чтобы высказать. Живи своей жизнью. Проживи все, что не смогли пережить. Нет. Нет, девочка моя, видишь? Не придет она. Пойдем. Пойдем со мной, поедим что-нибудь. Давай пойдем. Пойдем. Ты пришла? Пришла. Давай пойдем. Отец Осман, Хакан еще не пришел? Придет, дочка, ты не волнуйся. Он собирался встретиться с друзьями из училища. Что-то в этом роде. Хорошо. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Я остался между ужином и завтраком и решил сделать нам завтрак ужина. То есть, можно сказать, блюдо больше похоже на завтрак, или... Хакан, разговаривай со мной, глядя мне в лицо. Конечно, хорошо. Ну, посмотрим, что у нас есть. Тут есть прекрасное вино. Это, скажем так, выпивка к ужину. Еще должны быть спички для свеч, но и не курящие, не пьющие, Хакан. Ты же собирался глядеть на меня. Да, конечно. Ты ведь понимаешь, что твоя просьба относится к странной просьбе? Прошу прощения. Нет, я просто сказал так, как мне это показалось странным. Я только таким образом смогу понять, о чем ты говоришь. Я не слышу. Я читаю по губам. То есть как? Я глухая.
Мерве? Мерве, прошу прощения, но я не знал. Почему ты об этом не сказала раньше? Я не хотела. Почему? Испугалась? Что ты не захочешь увидеться со мной? Если ты не посмотришь на меня, то не поймешь, что я буду говорить. Давай выпьем вина. Какое чувство не слышать? До 12 лет я все слышала. Потом звуки мне не чужие. То есть я смогу вспомнить все звуки, которые мне знакомы. А потом тишина. Больше всего по какому ты звуку скучаешь? Музыка. Музыка? Жди меня тут. Идем, ну-ка сюда. Открывай глаза. Время музыки. Как? Звездной пылью. Немного сюда.
Спасибо. За что? Ты помог мне снова услышать. Если хочешь, пойдем. Я могу еще немного остаться. Конечно. Если пожелаешь. Мерве, жди. Где ты была? Не смогла уснуть, прогулялась? Ты кого обманываешь? Тебя всю ночь не было. Где ты была? Мама, успокойтесь и потом поговорите. Серап, иди отсюда. Мама, хватит, оставь ее. Ей 23 года, ты не можешь вмешиваться в ее жизнь. Вместо того, чтобы меня учить, что и как делать, иди лучше займись своей жизнью. С момента беременности твоего мужа нет. Если бы ты хоть немного вмешивалась в его жизнь, все было бы нормально. Отвечай, где ты была всю ночь? Мне больно. Где бы ты была, это было в первый и последний раз. Больше не позволю тебе так себя вести. И что там такого постыдного? Хорошо, мы можем быть разными богатыми, но что, мама? Быть богаче — это ведь не проблема для тебя. У тебя такие амбиции, которые не знают предела, и обо мне ты совсем не думаешь. Ты все время думаешь только об уважении к себе. Да и за папу ты столько из-за денег вышел замуж. Дочь председателя района Диля. Если бы не папа, ты бы то и осталась. Где ты вчера была, я не знаю и знать не хочу. Но если ты еще раз такое сделаешь... Мерве? Мерве, иди сюда. Мерве? Мерве? Смотри на меня. Причиной всем твоим глупостям этот кусок инструмента? Дочка, как ты могла так низко пасть? Вот тебе. Вот. До свадьбы ты не выйдешь из комнаты. Идет, идет. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Сынок, иди-ка отсюда. Брат Хакан, ну иди сюда, что такое? Брат, идем. Куда идем? Что такое парад? Попробуй это. Шеф Ясемин говорит, что соленое, а по-твоему как? Я что, разве что-то понимаю в еде? Ты спросил у нее, брат. Проблема в том, что мы не можем договориться. По-моему, вкусно. Идеально, продолжайте. Брат Хакан, стой. Нужно проверить туалет. А что с ним? Течет? Господи, боже мой. Нет, тут ничего. Все хорошо, вон займись делом. Ясемин, спаси меня от них. Ты его даже удержать не мог, тоже мне. Попытается, чтобы я его починил. Ясемин? Это что? Отец Осман, это откуда? У меня дела. Давайте. Ясемин, это прекрасно. Пианино, которое было до открытия, временное. Мы очень искали, но пианино на прокат не было. Поэтому мы с отцом Османом решили купить новое. Но Ясемин, оно очень дорогое, как мы заплатим? Мы не будем платить, Хакан, ты будешь платить. А если дела продолжат так идти, то ты быстро заплатишь.
Спасибо. Это прекрасная вещь. Тогда этим вечером мы отметим это. Мы идем танцевать этим вечером, только ты и я. Хорошо? Но дела закончатся поздно ночью. И что? Во многих местах жизнь начинается после полуночи. Утром в 8 мы должны быть тут. Но подумаешь, не поспишь и придешь на работу. Давай, этой ночью мы танцуем и до раннего утра. До того, пока наша обувь не расклеится. Ясмин, дочка, ты выглядишь шикарно. Это какой-то особенный вечер? Да, нет. Мы с Хаканом пойдем веселиться. Он отведет меня на дискотеку. Давай, желаю вам удачи. Спасибо. Отец Осман? Где Хакан? Или он еще не готов? Хакан вышел, дочка. Куда? Та девушка пришла. Мерве или как там ее? Они с ней вышли. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я впервые почувствовала, что я счастлива рядом с тобой. Почувствовала себя свободной, будто я все смогу сделать. Ты так говоришь, будто все в прошлом. Моя жизнь не такая, как у тебя. С детства каждый мой шаг запланирован. Я бы очень хотела остаться рядом с тобой. Останься. Не смогу. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Я тебя люблю. Люблю тебя. В детстве, когда вы были маленькими, я всегда находил вас тут. Те были прекрасными. Ты помнишь? Ох, эти дни. Смотри, что я покажу тебе. Смотри. Это кто? Мехрибан. Красивая женщина. Твоя родственница, жена. Я не знала, что ты был женат. Почему столько лет ты не говорил о ней, не считал нужным? Семья Мехрибан и моя семья в одно и то же время переехали в Салоники. В школе я учился на 2 класса старше, но приметил ее. Эта девушка как черный перец, как черный перец. И мама при виде ее всегда говорила, она станет моей невесткой. Прошли годы. Я очень любил Мехрибан. Не описать словами. Как же был влюблен, но она всегда смотрела на меня, как друг на друга. А потом сбежала.
и с очень плохим человеком. Настал день, и она с ребенком на руках вернулась в село. Этот подлец выставил ее за дверь. А что было потом? Потом я взял ее за руку и сказал, что ты моя, и твой ребенок мой, и до бесконечности ты будешь моей. И она сказала хорошо и взяла меня за руку. Это был прекрасный день. Любить в легкие дни легко, дочка, но хорошие дни проходят быстро. Ты даже не замечаешь. Тебе не хватило? Мерве выходит замуж. А ты что думал? Выйдет за тебя? Это бывает только в мечтах первоклассника. Мы дети гор, ты посмотри на себя. И ты не считаешь нас парой, отец Осман? Конечно, влюбленные совсем не подходят друг к другу. Конечно, вы не пара. Что же ты понимаешь в любви? И если бы понимал, то заметил бы цветок перед носом, который увядает. Ты о ком говоришь? О Ясмин. Отец Осман, ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ясмин моя сестра. Мерве? Все тебя ждут, дочка. Ты что, не готова? Готова. Я же говорю, готова. И я приду скоро. Мы ждем тебя. Kız çocuğu gibi baba özlemiyle içine atıyor acıyı her hecesinde. Öyle durma, neden bu kadar zararsızsın, kuramadın cümleler var, anlatmadın neler var, neden artık yapamam sensiz ben değilim, sen geldiğinden beri zaten yoktum ben. Не огорчайся, моя красивая девочка. Давай вставай на ноги и поставь самой себе цель. Это место, в которое он все равно вернется ночью. Как и невестка Мехрибан. Ты, по-моему, мою историю не так поняла. Нельзя верить человеку, который носит в сердце одного, а всех остальных вычеркивает. Этой девочке верить нельзя. Хакан не так поступает, он так не поступит. Смотри, разве я не сказал? Иди открой дверь. Sana bir şey vermek istiyorum.
Мамино колье. Это самое дорогое, что у меня есть в жизни. А теперь самое дорогое — это ты. Что случилось? Кто-то стучится в дверь. Ты лежи. Что такое? Чего ты хочешь? Подеремся? Если ты не убьешь меня, лучше не стоит драться, Тарик. Потому что ты и сам знаешь, что я тебе не отдам, Мерве. Хакан? Хакан? Мерве, вставай, мы уходим. Я никуда не пойду, Хакан. Все, что случится после виновата, будешь ты, Мерве. Ты будешь решать, мы продолжим нашу жизнь или это наш конец. Хорошо. Я пойду с тобой, Тарик. Ты на самом деле хочешь провести жизнь той, кто не хочет тебя? Хочешь ли быть с той, кто будет думать о другом, глядя на тебя? С той, кто была с другим до тебя? Хакан? 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 Больно же. Идем, подую. Aramasam mı, sormasam mı? Böyle durmak olmuyor ki. Sabretsem de, geçer desem de, açlık gibi susmuyor ki. Aynı yüzler, hep aynı yerler, hiç aklımdan çıkmıyor ki. Uyu uyan, geçen zaman, sarhoşluğu geçmiyor ki. Ah inan, biraz daha dayan, bilirsin sen, zaman seni çözer. Ah inan, biraz daha dayan, bilirsin sen, zaman seni çözer. Bu son sigaramla onu söndürsem de olmuyor nedense. Beni mi bulur bu işkence? Bitmiyor işte. Sigaramla onu söndürsem de olmuyor işte. Beni mi bulur bu işkence? Dinmiyor nedense. Bu son desem de. Bu son desem de. Aramasam mı, sormasam mı? Böyle durmak olmuyor ki. Sabretsem de, geçer desem de, açlık gibi susmuyor ki. Aynı yüzler, hep aynı yerler,
hiç aklımdan çıkmıyor ki. Uyu uyan geçen zaman, sarhoşluğu geçmiyor ki. Ah inan, biraz daha dayan, bilirsin sen, zaman seni çözer. Bu son sigaramla onu söndürsem de olmuyor nedense, beni mi bulur bu işkence, bitmiyor nedense. Bu son desem de, bu son desem de. Вот такая вот история. Отец Осман, что происходит? Пришли забрать пианино. Почему? Давай напишем заявку. Какую заявку, сынок? Мы 5 месяцев и так не можем заплатить. Открываем пусто и закрываемся тоже пусто. Пусть забирают, это самое дорогое в ресторане. Минуту. Давай поговорим, пусть дадут нам время. Ты знаешь ведь, на каких условиях мы купили пианино? Хоть долги отдадим. Да и для тебя оно не имеет никакого значения. И Ясемин тоже оно не нужно. Отец Осман, возьмите это, пожалуйста, оно дорогое, хоть какую-то часть долга. Я не могу взять, дочка. Но про Хакана я ничего не скажу. Хакан? Что такое? Нет, ничего. Как-то резко пальцы отказали. Хакан, в последнее время это участилось.
Давай сходим к врачу, если хочешь. Нет-нет. Спасибо, Ясемин, все нормально. Хакан, что такое? У меня немного испортилось настроение. Не хочу играть. Душа моя, тебе надо отдохнуть. Давай мы пойдем домой. Лучше мы пойдем. Ясемин. Ясемин. Помоги. Хакан? Хакан, что такое? Что случилось? Ясемин. Помоги мне. Что случилось? На меня со всех сторон давит что-то. Все тихо. Мне очень больно. Хакан, так дело не пойдет. Надо к врачу. Я забываю, Ясемин. Что ты забываешь, Хакан? Что? Иногда обо всем забываю. Но ты... Даже вещи, куда ставлю, забываю. Мама. Как моя мама. Как? Как мама? Одну ночь, пару ночей, но не пришла она. Что делать? Надо что-нибудь придумать. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Мирве. Дети, вы что, не видите, что ли, как дела пойдут? Нам нужно сделать рекламу. Но надо сделать обязательно. Ясемин, дочка. Было всего немного денег, но мы их потратили на афишу, на рекламу. Дай бог, этим вечером хоть люди придут. Есть резервация на 50 человек. Остальные места будут забиты. Вот увидишь, этот вечер будет прекрасным. Дай бог, дочка. Хакан до сих пор внутри? Надеюсь, у него появились новые песни? Наверное. А почему ты так сказала? Не знаю, то есть у него немного настроения не было. А что такое? Они с Мирве поссорились? Не знаю. По-моему, она устала. Дочка, если этим вечером тут будет полно народу, то только благодаря твоему красивому сердцу. Позови Хакана, хорошо? Хакан, где ты? Хакан? 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 Что с тобой? Хакан, открой глаза. Хакан? Ich Хакан Йылдыз. Где? Хакан? Ясемин, что произошло? Что с ним? В ресторане он упал, ударился головой. Но ведь сейчас ему лучше. Пока да. Что значит пока? Доктор хочет поговорить с тобой.
У него генетическое заболевание, при котором он потихоньку теряет память и забывает обо всем. Сначала начнутся небольшие провалы. Потом больной перестанет двигаться, а потом совсем заляжет. Ходить он после не сможет. Не сможет говорить, конечно же, до этого далеко. Долго он не проживет, но благодаря лекарствам и лечению его жизнь можно продлить на лет 20. Я не понимаю, что за болезнь. Вы слышали о болезни Альцгеймера? Они схожи с болезнью Нуржелимер. Но те, кто больны диагнозом Альцгеймера, они потихоньку теряют контроль над собой. Те, кто болеет с Геймером, они забывают, и Хакан забудет. Сначала недавнее прошлое, а потом все. Его не излечить? Госпожа Исамин сказала, что вы поймете. Вы должны понять больше всех. Мы эту болезнь иначе назовем болезнью усталостью. До тех пор, пока он не придет в постельный режим, он без остановки будет двигаться. Вы должны быть сильной. Если вы будете сильной, то и Хакан будет сильным. Чтобы Хакан мог свободно двигаться, мы убираем лишние вещи. Ты сказала врачу, что я его жена? Разве нет? Мы же не женаты еще. Хорошо, кто ты ему? Кто? Мы с Хаканом... Вы с Хаканом что, Мирве? Вы с Хаканом что? Что? Я люблю его. У любви есть пределы. Мерве, Хакан болен. Ты же влюблена. Самое лучшее и подходящее время, чтобы доказать эту любовь. Хакан, давай я помогу. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Он успокоился. Он успокоился. Хочешь пойти к нему? Он не впервые забывает о тебе. Это не в первый раз. Это временные провалы в памяти. Но он только меня забывает, душа моя. Ты сама знаешь, что врач сказал тебе, больше всех страдают те, кто близок к сердцу, знаешь сама. Когда он полностью забудет, будет так, будто меня никогда и не было. До этого еще жить и жить. Проблема в этом. У меня нет больше годов, которые я могу подарить ему. Прошу тебя, не уходи. Если ты уйдешь, он станет несчастным. Самое большое препятствие среди его близких уходит.
А ты до сих пор говоришь, не уходи, он станет несчастным? Çünkü seni seviyor. Ясмин, такое ощущение, будто я тебе давал слово и забыл. Будто я что-то обещал тебе. Да, обещал. Не обижайся. Я в последнее время много забываю. И что я тебе обещал? Ты собирался отвезти меня на танцы. Точно. Как я мог забыть? Не обижайся, давай тогда пойдем этим вечером. Да, пойдем. Пойдем танцевать. Но, отец Осман, ты же не любишь. Кто? Я не буду. Мы будем танцевать до утра. Хорошо. Тогда давайте собираться. Пойдем в наше кафе. Душа моя, зачем туда идти? Мы всегда туда ходим. Нет, в другое место будет неспокойно. Давайте пойдем в наш ресторан. Хорошо. Раз Хакан хочет пойти туда, мы пойдем. Отец Осман. Хорошо, дочка, хорошо. Я пойду первым, а вы придите следом. Хорошо? Давайте, сегодня танцуем до утра. Если начальник узнает... Хорошо, сынок, только на одну ночь. Смотри, дядя, вы только ничего не ломайте, прошу вас. Хорошо, ключи завтра верну. Ты очень красивая. Спасибо. Ну-ка. Давайте, берите это. Идут. Вставайте. Все тут. Отец Осман, клиентов совсем нет. Сынок, мы этой ночью закрыты. Разве ресторан не мой? Да, хорошо. Давайте этим вечером мы выпьем за настоящую любовь, за настоящее счастье и дружбу. За дружбу пьем, за преданность. За мою дочь Ясмин пьем. Пьем за нашего сына Хакана. Пьем за все, что придает нам жизнь в этом дерьмовом мире. Пьем за честь.
Давай, дочка, включи музыку. Откроем все, уберем и освободим осторожней. Ясмин, я у тебя попрошу кое-что. Что пожелаешь? Ты помнишь первый день, когда мы попали в детский дом? Ты спросила, как умерли мои мама и папа. Я до этого дня никому не рассказывал. Şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Yani То есть, это колье мама мне не давала. beni Когда меня выкинули с кровати, оно просто сорвалось и осталось у меня в руках. Почему до этого ты не рассказывал? Как можно о таком рассказать?
Я всю свою жизнь ненавидел своего отца, пока сам не дошел до этого. Сегодня я понял, насколько папа любил мою маму, kadar sevdiğini. и я знаю, ты любишь меня точно Beni так же. seviyorsun. Нет. Нет. Yapamam. Не смогу, Хакан. Ты сам не знаешь, чего ты просишь. Ясмин, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Дай мне слово. Ты не позволишь мне так жить. Дай мне слово. Söz ver. Я не хочу умирать, забыв твое лицо. Как я узнаю правильное время? Nasıl bileceğim? Спроси. У меня свое имя. Böyle yaratmış bizi dünya. Yapacak hiçbir şey yok. İstersen al onları da yanına. Ama yok, onların derdi başka. Ne olurdu biraz versen içindeki farklı senden. Ne olurdu bir an olsun benimle dalıp gitsen. Güzellik derdine çare olsa. Gittiğin yollar yol olsa. Yaşardım ben yine seni uzaktan. Şu gördüklerim
Инджи? Хакан? Отец Осман. Инджи. Ясмин. Инджи. Инджи. Любимая. Мама? Ясмин, помоги мне. Смерть — это не боль. Иногда вознаграждение. Как я узнаю тот подходящий момент? Спроси. У меня свое имя. Как меня зовут? Как меня зовут? Хакан. Хакан. Как меня зовут? Как меня зовут? Как меня зовут? Ясмин? Ясмин. 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 Ясмин.
Gizlendi ihanetin gizleri, gizlendi cinayetin izleri. Ölüm günahları temizledi. Hangi katil cana kıyarken böylesi titizlenir? Kim seni hem öldürüp hem de canlı tutar? Kim ruhunu esrederken ölümsüzlük tutan? İyi de kim öcalabilir ateş tutup suya? Nitekim şahsi iradenle inanmışsın buna. Bana yoksun desen sana varım demem. Sana yoksun dersen bana varım deme. Öyle desen yüzünü buza gömer Yemen. Sen öyle istesen sana döner yolum gene. Yoldan çıkmadım, yolu kaybettim. Ben aklım seni kaybetti rahmetli. Hak sahibi beni, ben de seni affettim. Bileklerim bir çuval zinciri mahvetti. Bu zincirden kurtulmanın çok acı bir yanı var. Esaretten beter hür olup ulaşamamak yanına. Ellerinde hala öldürdüğün aşığın kanı var. Kim nasıl girdi anlamış değilim kanına. Sevdiğini söylemek şimdi mi ayıp oldu? Doğduğundan bu yana sevmiyor mu Ademoğlu? Ben sana hala açım, sen ne ara doydun? Hükmüne karşı şiirden ince boynum, şiirden ince boynum, kılıçtan kalın. Güzel bir